Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто в вас влюблен? Кто ваш тайный поклонник? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Настраивайтесь. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Вот чудеса. Смотрите, вот он один, а вот он второй. Видите? Два человека. У вас не один тайный поклонник. У вас их двое. Двое, понимаете? Один из них прям мечтает как можно скорее выйти из этого статуса тайного поклонника. Ему хочется вас любить открыто, так, чтобы весь мир знал, что он любит вас, и вы его женщина. Вот. Ну а второй намного потише, поскромнее, назовем так. Ну, давайте, наверное, все-таки начнем по порядку. И хочу начать с вас. Хочу начать с того, что вы почему-то как то ли не верите, то ли сомневаетесь в том, что вас кто-то может любить. Вы то ли очень скромная женщина, то ли вы на себя как-то, не знаю, рукой махнули. Почему-то вам сложно поверить, что вас кто-то может любить, либо вам сложно поверить в то, что вас кто-то любит, да, кто-то в вас влюбился. И даже если вам вот в открытую сказать, то вы, скорее всего, усмехнетесь, но не поверите, либо начнете ставить под сомнение. Опять же, сейчас вы больше как-то концентрируетесь на своих проблемах, особенно у кого-то на финансовых проблемах, и вам не до любви, вам не до тайных поклонников. Хотя ваше сердце и душа очень хотят любить, быть любимой, хотят, чтобы вами восхищались. Вам нужна эта энергетика любви нужна. Кстати, есть на этой отсыпке девушки, которые замужем, в браке. Но брак, он такой, знаете, болотистый, тиной запахло. Да, скорее всего, брак, где вы как друзья, как соседи, как просто два румейта, да, соприкасаетесь, может быть, какие-то вопросы решаете, но не более того. Вот нет искры, нет любви, и вы как будто бы поэтому соскучились. Ну, по крайней мере, тело просит страсти, тело просит своего. Вот. На самом деле вы очень красивая женщина, очень эффектная женщина. И сколько бы вам лет не было, на вас всегда мужчины обращают внимание. Только вы из-за вот этих своих всех заморочек, проблем, вы просто перестали на это обращать внимание. Либо вы этого просто не видите. Вы такая идете, у вас в голове мысли, там, где денег взять, либо что купить, что приготовить, как проблему решить, там, ребенка забрать из садика, школы. Да, вот такие у вас мысли, чисто бытового характера. Немножко вы в себе тушите именно женщину. Женщину-кокетку, женщину-красавицу, женщину-соблазнительницу. Но опять же, это ваша природа. И как бы это вы ни тушили, все равно мужики это видят. Они это даже как-то чувствуют, да, что вы, ох, какая горячая штучка. Вот. Многим мужчинам вы очень нравитесь. Да? Тут речь идет не о влюбленности, а именно о симпатии. Да? Многие мужчины вам симпатизируют. Причем мужчины даже гораздо младше вас по возрасту вам очень симпатизируют. То есть вы влечете, вы маните, вы, как там, знаете, в старом фильме было, да, с сексапилом, значит, всех тут сшибаете, но при этом себе отчета в этом не отдаете. Здесь есть женщины, которые кривятся при вашем появлении, но потому что им до вас далеко. Эти женщины могут за собой там гиперухаживать, у них там маски, уколы, всякие там крема дорогущие, люксовые, опять же, там одежда, да, они могут специально, там, макияж боевой, да, чтобы привлекать мужчину, мужчины к ним не идут, а мужчины идут к вам, хотя вы, ну,
скромно себя подаете, да, и вы не ищете себе там ни мужиков, ни развлечений, ни каких-то интрижек. Так мне идет. Как бы вы в себе женщину не прятали, вы все равно прекрасные, вы прекрасны как никогда. И вы буквально вот на пороге своего рассвета. Опять же, сколько бы вам лет не было, у вас рассвет идет. И опять же, с этим рассветом связаны и желания. Желания, которые будут появляться у вас. Желание, с кем-то провести время, да, желание почувствовать себя любимой. То есть от этого вам не уйти. Это и гормоны, и желания. Так, теперь давайте разберемся с вашими тайными поклонниками. Начнем с этого вот персонажа, скромного персонажа. Этот мужчина, у него долгая история. Этого мужчину вы точно знаете. С этим мужчиной вы, периодически точно общаетесь. И этот мужчина, он не свободен. Он чей-то муж, этот мужчина. Причем мужчина живет в очень тяжелом и несчастливом браке. Брак, где его не ценят, не любят. Он удобный, он заботливый, он зарабатывает. И все. Да? То есть женщина, которая его жена с ним живет, она его просто тупо использует, давайте так назовем. И даже дети как-то видят, как мать относится, да, и тоже так как-то пренебрежительно относится к этому мужчине. А он такой добрячок, он все терпит, он все прощает, он и голову боится поднять. Вот, этого мужчину вы прям давно знаете. Давно. У кого-то даже отыграется, больше 10 лет вы знаете. С этим мужчиной у вас разговоры были, я вижу. Разговоры, но он вам ни разу не намекал о своих чувствах. Ни разу не говорил о том, что у него к вам чувства. А чувство у него зародилось буквально с первой встречи. Когда первый раз он увидел, он просто влюбился без памяти, и все. Его накрыло, и он все эти годы, да, все эти месяцы любовь в сердце своем несет. Почему он не говорит о своей любви? Потому что он не свободен, потому что эта любовь запретная, и потому что вы на него никакого внимания не обращаете. Просто он для вас друг, либо просто знакомый, либо просто муж подруги. Вот так относитесь к нему, да, может быть, коллега, да, хороший, но коллега. Вот. И вы, возможно, даже в присутствии этого мужчины иногда даже как-то обсуждаете личную жизнь, свою личную жизнь, да, свои какие-то проблемы в личном. Вот. То есть вы не видите в нем мужчины, и его это очень обижает, но с другой стороны это помогает ему прятать свои чувства. Вы этому мужчине очень часто снитесь. И этот мужчина мечтает дожить до того дня, когда он сможет вам во всем признаться, когда он сможет вас, обнять, поцеловать, назвать своей. Он об этом мечтает. Но при этом он понимает, что это практически нереально. Да, в этой жизни точно нереально. Вот. Жалко, конечно, его, но с другой стороны, все в его руках. Да? Если вот так вот сидеть и ничего не делать, как говорят, под лежачий камень вода не течет, да? Так можно всю жизнь прострадать и безнадежно быть влюбленным, и даже не открыться в своих чувствах. Но вы точно знакомы и да, достаточно часто общаетесь. Но он прям такой, знаете, терпила, извините за слово. Он все терпит, все выносит и готов жертвовать собой, готов жертвовать своим счастьем, лишь бы никому не навредить, лишь бы никто не обиделся. Вот. Семья для него это уже давным-давно обуза, в которую он запрягся, и он ее тащит. Вот. А что касается вас, его, конечно, очень расстраивает, что вы не видите в нем мужчины, и что, по его мнению, у него ни единого шанса нет вам понравиться. То есть как будто бы на нем уже черный крестик стоит. Вот. А так он вас очень любит, следит тщательно за вашей жизнью. Даже какой-то эпизод показали, когда он пытался вмешаться в ваши дела. Может быть, он помощь свою предлагал, может быть, он даже участвовал в каких-то ситуациях, да, помогая вам. Хоть как-то, хоть чем-то вам помочь, либо как-то прям поближе побыть с вами, да, какой-то героический поступок совершить для вас. Этим живет, краткими встречами, старается на вас насмотреться, старается запомнить вас как можно лучше. Опять же, скорее всего, вы дружите в соцсетях, да, у него есть возможность проверять ваши соцсети, заходить туда, даже лайки ставить, либо комментировать. Он этим не злоупотребляет, потому что боится, что вы расстроитесь, потому что он боится, что вы
ну, не только вы, все узнают о его чувствах, и будет большой скандал, будут большие проблемы, и вы, например, там, не захотите больше с ним поддерживать связь. Вот именно этого боится. Он боится, что если он вам откроется, то вы его там пошлете, скажете, ну, дурак, да, зачем ты мне нужен такой, ну, вот в таком ключе. Может быть, вы высказывались в таком ключе, что я там не буду с несвободными, я там не буду ничью семью разрушать. Вот чего-то он такого наслушался, во что-то он уверовал, и теперь он этим живет. Ну, а любит он вас давно. Давно и безнадежно любит. Вы как-то с этим мужчиной, не знаю, какие-то застолья мне идут. Застолья вот за одним столом. Может быть, часто вместе что-то празднуете. Опять же, если это друг, вернее, если это муж вашей подруги, ну и ваш друг, может быть, коллега, да, вот часто это бывает, и в такие моменты он просто очень счастлив, потому что он старается как можно ближе к вам стать, либо рядышком с вами сесть, и он прямо сидит и богует, представляет, что вы его женщина, он ваш мужчина, и все у него случилось, получилось. Да, и жалко, и не жалко. Вот какое-то двоякое идет ощущение, двоякое чувство. И еще, девочки, здесь показано, что если вы, например, никак ему не поможете в плане там, реализации его любви, то эта любовь, она так безнадежна и будет до конца. То есть он никогда не решится, никогда не осмелится вам о своих чувствах сказать. Вот, то есть это так и будет. А вот если вы на него внимание обратите, если вы ему там какие-то сигналы подадите, то, конечно же, он вам признается, конечно же, он все расскажет. Такой, вроде как и несчастный, с другой стороны, и сам дурак, да, сам виноват. Так, второй персонаж. Второй персонаж, он прям совсем молоденький. Здесь 100% мужчина младше вас по возрасту. У кого-то даже отыграется, что прям значительно младше. Значительно. И этот мужчина мне идет как какой-то новенький. То есть совсем недавно он появился в кругу ваших знакомых. Либо совсем недавно он приехал в ваш город. Да, вот прям новый человек. Новая энергия, новый человек. Этот мужчина, он по духу воин. Может быть, это даже его призвание, да, может, он военный, либо он в полиции работает, либо в охране, да, вот боец, да, боец, может быть, единоборствами занимается, да, вот как-то вот связано. Вот человек, который не боится сойтись с проблемами в поединке, либо с кем-то плохим в поединке, то есть не боится бросить вызов, не боится вызов отстоять. Мужчина симпатичный, но при этом есть у него и пару минусов. Он не готов, например, к семейной жизни, либо он страшится семейности, семейной жизни страшится. То есть ему бы там, знаете, гулять, развлекаться, вот такие вот у него помыслы, замыслы. Но, тем не менее, чем дольше он вас знает, тем больше он в вас влюбляется. И у него какие-то новые эмоции начинают проступать, новые желания начинают появляться. То есть он смотрит на вас и такой, вот бы я с ней там погулял, да, вот бы я ее в постели удивил. А потом такой, блин, а как она готовит? А как с ней в быту? А как с ней, там, например, засыпать и просыпаться? Понимаете, вот благодаря вам этого юного парня, грубо говоря, тянет на семейность. То есть какие-то вот эти нотки, да, домовитости у него появляются, так можно сказать. Но опять же, он этого боится. Ну, то ли по возрасту, как бы, да, не положено, то ли этот мужчина сам себе придумал, что он, ну, типа, не подходит для семейной жизни, ну, либо ему рано. Вот. Вижу, что с этим мужчиной вы периодически как-то вот пересекаетесь, то ли взглядом, то ли словом, и он всегда в вашем присутствии старается либо молчать, либо шутить. Вот как две крайности, да, либо я молчу и просто за ней наблюдаю, либо я начинаю шутить, отчаянно шутить, да, вот, чтобы скрыть свои эмоции. Если вы, девушки, в паре, в браке, то этот молодой парень, он как бы себе запрещает вас любить, ну, потому что вы не свободная женщина, вы чья-то жена. Если вы свободны, то этот парень старается как можно больше собрать о вас информации и выработать какой-то план, как к вам можно подкатить, так, чтобы вы не отшили, так, чтобы вы сразу его не заблокировали. Вот. Ну, потому что это важно. Потому что он сам себе говорит, что не имеет права на ошибку. Вот. Молодой, симпатичный, то молчит, то шутит. Так мне идет.
И вот этот, кстати, молодой парень, он как гроза всех девчонок. То есть очень много девчонок на него внимание обращают. Ну, потому что он симпатичный, потому что он харизматичный, потому что у него тело красивое, фигура красивая. На него заглядываются девчонки. Может быть, вы тоже обращали внимание. Ну, потому что это видно, да, когда у мужчины красивая фигура, это видно, и ничем не скроешь. Вот. Но с другой стороны, вот возраст, да, его возраст – это как табу. То есть, скорее всего, вы такая девушка с принципами, да, что с молодыми парнями вы не гуляете, и на молодых вы не смотрите. Хотя, с другой стороны, в мире все уже давным-давно поменялось. Причем как и у мужчин к женщинам, так и у женщин к мужчинам. Вот. Это все ваши стереотипы, либо остатки какого-то допотопного воспитания, да, когда там внушали, что мужчина должен быть старше, женщина должна быть младше, и типа это будет идеальная пара. На самом деле доказано, что это все не так. Вот. Вижу, что этот парень какие-то планы метит, намечает себе по поводу того, как вам подойти. Планы. У него есть планы, по крайней мере, 2 каких-то решения, 2 каких-то наметки, но он пока не определился, каким путем пойти. Но он точно будет к вам подходить, он точно вам будет предлагать свою компанию, он будет вам предлагать более близкое знакомство, там, позвать на свидание, да, сходить с вами куда-то поговорить. Он точно это будет делать. Ну, потому что он такой, он под знаком огня вышел. Да, возможно, он по знаку зодиака огненный, а возможно, он по темпераменту прям огонь. Огонь парень. Кстати, здесь показано, что у этого парня, не знаю, как об этом сказать, но, в общем, у него очень классный потенциал именно в интимном плане. Вот он прям в этом плане ого-го, какой парень. Кстати, знают, что это его сильная сторона. Вот, так что, девчонки, если вдруг, то вы точно не пожалеете. Будет, он обязательно будет. Обязательно. Просто вот единственное, что меня смущает по поводу вас, либо вас, вот знаете, рисуют люди, ему рисуют как ворону. Ворона – это все-таки недобрая птичка, да? А ворона – это и про характер скверный, и про запятнанную репутацию, и про то, что вы, ну, такая одиночка, да, никого к себе не подпускаете, что вы очень замкнутая, закрытая. Это кто-то о вас ему такое говорил. И он об этом думает. Он думает, видя вас, он вспоминает то, что ему говорили, он такой, типа, не сходится, да, что-то тут не то, что-то тут не так. Может быть, такая красивая, шикарная женщина вороной. Это какие-то легенды, слухи о вас ходят, причем не очень хорошего характера. Но он упрямый, он будет еще вас добиваться. Обязательно будет, помяните мое слово. Парень, который младше вас, у кого-то прям значительно младше. Будет, обязательно будет. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.